России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Александр Ефимович Чупров родился 30 сентября 1925 года в селе Кипиево Ижемского района Коми АССР в семье потомственного крестьянина-оленевода. Мать Чупрова Ульяна Анатольевна была чумработницей, отец Чупром Ефим Петрович – пастух-оленевод. При следующих родах в тундре мать умерла. Второй мамой ему стала старшая сестра Екатерина Ефимовна, которая была старше его на 15 лет. В 1933 году Александр не пошел в тундру и начал учиться в Кипиевской школе колхозной молодежи. По воспоминаниям Афанасии Егоровны Ануфриевой, в первые дни в школе он немного стеснялся, ведь жил до этого в тундре и не был знаком с одноклассниками. Саша был спокойным, скромным, никому не грубил, никого не задирал, и дети старались его не обижать. Когда учитель вызывал отвечать в доске, он, чуть покраснев, рассказывал громко и ясно. Учеба давалась ему легко, никто не мог соперничать с ним в правописании. Учитель, Егор Иванович, Сашу всегда ставил пример классу. Но после 4 класса Александру пришлось не по возрасту рано сменить школьную сумку на нехитрый пастуший инвентарь, а детские игры на нелегкую кочевую жизнь в тундре со стадами оленей. К 14 годам Александр стал заправским пастухом, успел выучить ни одного оленя для своей упряжки. В 15 лет он самостоятельно стал выходить на ночные дежурства. На смену пастухи ходили с ружьями, и Александр никогда не расставался со своим ружьем. На лыжах, обтянутых камысом, Александр уходил караулить оленей. Его любили и уважали товарищи по работе, друзья. Вспоминал Федор Акимович Рочев, двоюродный брат. Случай, когда Александр с напарником, чтобы не потерять отбившихся от стада оленей, не моргнув глазом, перешагнул через речку во время ледохода по ненадежному снежному буруну. И только оленя упряжка оказалась на другом берегу, в ту же секунду с оглушительным грохотом переправа рухнула в черную холодную воду. Отличало Саню какое-то особенное, нераздельное единение с окружающей природой. Он отлично плавал и мог долго оставаться под водой. Александр Ефимович Чупров был призван в Красную армию Ижемским райвоенкоматом в марте 1943 года. 15 марта 1943 года кипиевцы всем селом провожали Александра на фронт. Стройный, крепко стройный, чернобровый, с лукавинкой в глазах, вышел юноша за порог родного дома. Он был одет в праздничную малицу. Рядом с ним стояла сестра Екатерина Ефимовна. В феврале 1944 года в Кипиево пришло письмо, написанное после первого боя. Бой был жарким, много фрицев поколотили, и еще сильнее будем бить, пока не уничтожим всех непрошенных гостей, писал солдат. Фронтовые будни Чупрова начались в конце января 1944 года в составе 15-й мотострелковой бригады, входившей в состав Первого Украинского фронта. На фронте он проявил себя как бесстрашный и решительный воин. 6 марта 15-я бригада подошла к речке Горный Текич, переполненной вешними водами. Надо было успеть захватить переправу. Александр Чупров, вырвавшись вперед, сходу меткой очередью сразил боевую охрану противника и открыл путь своему подразделению на другой берег реки. Этот налет был настолько смелым и дерзким, что немцы не успели прийти в себя, как были смяты и уничтожены. В боях за деревню Войтовка 11 марта 1944 года Чупров Александр Ефимович гранатой уничтожил ручной пулемет противника, при этом взял в плен унтер-офицера. Правый берег Южного Буга наши войска обрушились всей своей мощью на врага, нанося ему удар за ударом. 17 марта 1944 года они уже достигли Днестра. Поредевшая в боях, но еще боеспособная 15-я мотострелковая бригада первой подошла к реке. Вновь надо было форсировать водный рубеж, и вновь Александр вызвался добровольцем в штурмовую бригаду. Подполз к дзоту, уничтожил расчет противотанковой пушки и захватил в плен 7 солдат и 2 унтер-офицеров. Спустя неделю после этого боя, когда бригада стояла на кратковременном отдыхе, рядового Чупрова вызвали к комбату. Встреча была короткой, но памятной. Александр еще не успел о себе доложить, как комбат прервал его. «Говоришь, явился рядовой Чупров?» «Так точно, товарищ майор». Наступила небольшая пауза. «Так вот, Чупров решили представить тебя к награждению. Награду даем тебе большую, надеемся, краснеть за тебя не придется». Наградной лист с кратким изложением подвига Александра Ефимовича Чупрова подписал майор Островерхов 21 марта 1944 года.
13 сентября того же года, когда освобождение Румынии подходило к победоносному концу, вышел указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о присвоении красноармейцу Чупрову Александру Ефимовичу звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за образцовое выполнение им боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужестве и геройстве. Но награду герой получить не успел. 30 сентября 1944 года он был тяжело ранен в бою и скончался от ран в госпитале. Захоронен близ села Фуджирул-Иери, уезд Турда-Калупе, в Румынии. Солдат держался и умер героем. Память о нем живет в делах наших дней. Краеведами школы были составлены альбомы об Александре Ефимовиче Чупрове. В бытное существование Советского Союза велась переписка с красными следопытами села Косауцы, города Сороки, Молдавии, с пионерами Воркуты, Ухты, Печоры, Нижнего Одессы. В школу приезжали учащиеся других школ республики. Очень много было послано в разные уголки республики фотографий о нашем замечательном земляке. В 1961 году пионерская дружина школы решила бороться за присвоение ее имени Александра Ефимовича Чупрова. День 40-летия пионерской организации 9 мая 1962 года вошел в историю школы. Дружина стала носить имя своего прославленного земляка. Был открыт памятник из дерева и установлена мемориальная доска. В далеком 1966 году учителя и учащиеся Кипиевской 8-летней школы впервые отметили праздник за честь родной школы. Пионерский горн возвещает о начале праздника. Празднично одетые ребята устраиваются на торжественную линейку. Носится дружинное знамя. Звучит песня о Александре Чупрове. Милиция Андреевна поздравляет учащихся с праздником. Ребята рапортуют родной школе о своих делах за весь учебный год. Лучшие из лучших получают подарки. Зачитывается приказ об учреждении книги почета школы. В нее заносятся первые имена. Самым первым в книгу почета занесено имя Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова, бывшего ученика Кипиевской школы. Традиция этого праздника сохранилась до настоящего времени. 30 сентября в школе традиционно отмечается День памяти Александра Ефимовича Чупрова. Сначала это был День памяти, а теперь это Неделя памяти, которую учащиеся школы отмечают добрыми делами. 2 ноября 1967 года его имя было присвоено и Кипиевской средней школе, как одной из лучших школ Ижемского района. Вновь официально стала носить имя Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова. 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе выпускников и классного руководителя Братненкова Николая Терентьевича около школы воздвигнут новый памятник – обелиск Герою Советского Союза Александру Ефимовичу Чупрову. Обелиск был создан по эскизу Братненкова Николая Терентьевича. В 1977 году команда теплохода Александр Чупров Печорского речного пароходства привезла в подарок якорь к обелиску и мемориальную доску. 4 ноября 2005 года в честь 60-летия Победы был торжественно открыт барельеф Александра Ефимовича Чупрова, работа заслуженного художника Республики Коми Анатолия Неверова. 22 июня 2016 года состоялось торжественное открытие бюста, на котором присутствовали все жители села. 9 мая 1962 года впервые прозвучала песня о Чупрове, авторами которой были учитель русского языка и литературы Милиция Андреевна Хозяинова и учитель пения Нестерова Раиса Андреевна. Эта песня стала гимном нашей школы. На врага бесстрашно шел вперед молодой пастух оленевод. Он себя не щадил, гордо крылья сложил, память вечно о нем не умрет. Над Печорой песни звенят, встали в строй отряды ребят. Каждый школьник готов стать таким, как Чупров, наш герой, земляк, старший брат.
Каждый школьник готов стать таким, как Чупров, наш герой, земляк, старший брат.